Я просил там пожалуйста. Но он сказал, что это их хотела родина, но он будет сам. Приглашаем туда. Он тебе такую оценку дал. Надо еще настоящую еще брать еще одну программу 2030 развития Казахстана и города. Меня она очень радует. Когда люди смотрят на 15 лет вперед, они иначе думают. Прежде всего думают о суперсовременных технологиях, что через 15 лет будет конкурентоспособно и выгодно. Во-вторых, думают о подготовке кадров. Надо готовить заранее кадры и наиболее талантливых продвигать по служебной лестнице. Тогда они думают, каким образом сочетать аграрный сектор с промышленным, научно-техническим. Они думают о развитии базовых отраслей науки и всей инфраструктуры. Тогда все это увязывается в целый комплексный план, программы, который, в общем, требует совершенно иного уровня управления. А тогда и надо готовить управление. Мы вчера посмотрели целый ряд объектов спортивного назначения. Таких объектов в Европе и в Азии почти нет. Они являются лучшими на сегодняшнее время. И что очень важно, вы их так вписали в ландшафте одновременно в территорию города, что абсолютно недоступны и гражданам, и студентам, и половину мест отдано на обслуживание детей при бюджетной поддержке. То иногда спортивный комплекс не войдет. В вашем борцовском комплексе мы вчера насчитали почти 9 тысяч занимаются детей, ребят. И это доступно практически любому. Вот провели переговоры с президентом, с мэром вчера города в парламенте. И надо сказать, что республика сделала уникальный шаг, готовя программу 2030. Впервые в Российской Федерации. Она чем хороша, она предусматривает развитие всех отраслей и подготовку кадров. Я сегодня выступаю в публичной лекции в зале, где Ленин сдавал экзамены, сдал отлично в вашем Казанском университете. Порадовался, что все лучшие страницы истории сохранены, приумножены. И это делает вам честь, потому что культура и традиции – это то, что может питать нас многие века и годы. И когда республика поддерживает лучшие традиции, дружбы, братства, науки, образования и чтит всех великих людей, это дает пример и требует соответствующей поддержки и продолжать. Поэтому мы искренне благодарим вас и верим, что многие проблемы, которые сегодня здесь у нас, сообщаю вместе решим. Еще одно. Волга – это колыбель дружбы наших народов. Здесь и русские, и татары, и чуваши, и марийцы, и мордва, здесь и калмыки, здесь все народы. У вас в Казани вчера мы сказали 116 национальностей, и вы сумели пройти самое трудное время, в общем, скрепляя дружбу, не противоставляя друг другу. Это для национальной страны исключительно важно. Недавно президент проводил 2 совместных совета, вот прямо подчеркнул, у нас 193 национальности. Мы не порушили ни одной веры, ни одной культуры, ни одной традиции. И мы должны вместе сплотиться для того, чтобы преодолеть санкции и многое другого. И для этого есть все основания. Ваша республика, я благодарю президента, всех ваших руководителей. Это для нас хорошо. Спасибо. Пожалуйста, НВ. Александр Галеевич, скажите, пожалуйста, а в ваши школьные годы какие памятные Ленина места вы посещали? Ну, наверное, Ленинка Кушкина, потому что поближе к тому месту, где я жил. Вот потом я помню, как были в Ульяновске, у нас возник Ульяновск. Посещали мавзолей, когда я вышел в концерте, Райко, когда был съезд Центросоюза, я делегат съезда. То есть посещали. Годы. И здесь мы можем видеть фотографии тех профессоров, которые преподавали на юридическом факультете Казанского университета. А именно юридическую службу выбрал Ульянов, поскольку она была более свободной. Проекте Аркадия получили специальные номинации, конечно, именно Казанский сыграла большую роль.
поводом для Казани является очень важной частью истории нашего государства, которая позволила Северного Кавказа желание восстановить власть царя, власть политиков, власть специалистов. Основа политические войска и полномочия офицеров, основу Украину, подходит Калининский Костов.